Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Время, события, люди». Мы продолжаем обсуждать одну из самых актуальных тем – коронавирусной инфекции и последствия от эпидемии. Каждый день в этой студии мы беседуем с врачами и представителями различных ведомств. Все для того, чтобы было больше информации о вирусе и о том, какая помощь оказывается населению в период самоизоляции. На сей раз у нас в студии представители партии. Добрый вечер. Добрый день, точнее говоря. Мы будем беседовать с представителями партии. В частности, у нас в студии Тимур Мирославович Артабаев. Это секретарь Северостинского регионального отделения партии «Единая Россия». Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Александровна Князева, первый секретарь Северостинского регионального отделения партии КПРФ. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, скажем так, по-моему, в данный период легко мало кому приходится, скажем так, в том числе, а сложно приходится очень многим, в том числе и партиям, и представителям партии, потому что, насколько вот мы наблюдаем, проводится работа для того, чтобы помогать населению и облегчить вот эту ситуацию. Тимур, пожалуй, начнем с вас. Вот какие мероприятия проводит, в частности, партия «Единая Россия» для того, чтобы помочь людям, простым людям, которые могут пострадать, скажем так. Еще раз здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, действительно, сейчас легко мало кому приходится и в масштабах мира, и в масштабах нашей страны. И, конечно, нашу республику эта беда тоже стороной не обходит. С первых дней, когда уже заговорили всерьез о начале эпидемии, а потом и пандемии на территории нашей страны, руководство партии, руководство республики нацелило нас на решение первоочередных задач. У нас много депутатов в каждом районе республики, в городе Владикавказ, депутатов парламента, депутатов районных собраний, депутатов сельских поселений. Мы с ними со всеми провели организационную работу и нацелили их в первую очередь на решение проблем наших жителей. Проблемы сейчас возникают практически у всех, потому что в условиях самоизоляции, в тех условиях, которые были обозначены федеральным центром, которые были прописаны, которые обязательны для всех регионов, сейчас у людей реально появляются проблемы с их ежедневной деятельностью. И поэтому наши депутаты, особенно на местах, особенно в своих районах, они работают практически со всем населением. У них есть ответственные практически в каждом дворе, на каждом улице. Они предварительно провели работу по выявлению списков, составили списки тех людей, которые реально, действительно сейчас нуждаются больше в помощи, чем когда-либо. Мы прекрасно понимаем, что сейчас те люди, которые зарабатывали себе на жизнь каждодневным выходом на работу и которые в силу ограничений, которые сейчас существуют, остались без этой работы, в первую очередь нуждаются в помощи. Поэтому ведется каждодневная работа. Она ведется в разных форматах, в форме доставки продуктовых наборов на дом. В первую очередь, конечно же, это касается наших старших, наших одиноких пенсионеров, тех людей, которые наиболее подвержены вот всем этим проблемам. У нас открыт волонтерский штаб. Волонтерский штаб в день осуществляет до 25-30 доставок продуктов на дом, лекарств, медикаментов, каких-то рецептов. Там постоянно с 8 утра до 8 вечера дежурят на телефоне люди, которые примут звонок, обработают его и передадут либо депутату по месту нахождения звонившего, либо... Простите, куда звоните непосредственно? Знаете, это, по-моему, самый главный вопрос бывает, потому что вот многие слышат, вот есть информация о том, что обращайтесь, а вот зрители, например, часто звонят, спрашивают, у нас есть страницы в соцсетях во всех нашей партии. Там большими буквами, цифрами прописаны номера телефонов. Там номеров телефонов несколько. Ну а самое простое для всех наших жителей – обратиться к своему депутату по месту жительства. Просто к своему депутату обратиться, и эта проблема начнет уже решаться, передаваться по тем уровням, на которые она должна попасть. Кроме того, конечно, мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими министерствами, ведомствами, с нашим правительством. Особенно сейчас велика роль Министерства здравоохранения, Министерства труда, и мы с ними тесно контактируем на предмет помощи всем этим людям.
Тимур, мне режиссер подсказывает, что у нас есть звонок. Давайте пока ответим на вопрос, а потом я задам свой вопрос уже. Здравствуйте, да, задавайте ваш вопрос, но для начала представьтесь, конечно же. Я Цумаева Белла, Аллагир. Вот у меня вопрос такой. Почему, пока в Аллагире не выявились больные, почему не дезинфицируют улицы, магазины, общественные места? Никто ничего не дезинфицируется. Это почему так? И второй вопрос. Вот говорят, в городе уже 8 человек с положительными результатами, и говорят, что они находятся под домашним арестом. Почему они не в больнице, а под домашним арестом? Надеюсь, что этот вопрос слышали и представители Роспотребнадзора Аллагирского района, потому что это в большей степени в их компетенции. Но, может быть, вы можете ответить. Арест – это, видимо, самоизоляция. Да. Ну, надо, наверное, Тимур, пожалуйста. А вот по первому вопросу, по первому вопросу почему мы не сейчас обрабатывается прямо после эфира свяжемся с руководством Аллагирского района, с Арсеном Ахсарбековичем Бутаевым, поставим перед ним этот вопрос, и вы правильно сказали, также проинформируем об этом наш Роспотребнадзор. Я думаю, если это реальная проблема есть, она будет решена в ближайшее время. Угу. Может быть, вы по этому вопросу хотите что-то добавить? Ну, еще раз добавить, что арест – это не арест, а это самоизоляция. К изоляции обращают на нее наше внимание врачи всего государства и всего мира. И самоизоляция – это самое, наверное, распространенное и самое эффективное средство от вот этой пандемии, от коронавируса. Как карантин, так и самоизоляция. Люди сидят просто дома, никакой-то не арест. Так что там даже есть свои плюсы. Если тебе нужны лекарства, тебе волонтеры принесут. Если тебе нужно пропитание пищи, тебе ее доставят до порога дома. Так что вот накручивать и преувеличивать не стоит. Это, мне кажется, делается только для нашего с вами здоровья, не более того. Но, насколько я знаю, те, у кого выявлен коронавирус, они находятся, насколько я знаю, в больнице. А вот женщина спрашивала, я так понимаю, что у нее информация, что они дома. А те, у которых подозрения, они находятся дома. Да, да. Режиссеры подсказывают, что пока вопроса нет, поэтому давайте вот продолжим. Елена Александровна, в частности КПРФ, какие мероприятия проводят для того, чтобы помочь населению вот в этой ситуации? Ну, я свой ответ начну, наверное, с преамбулы. Я хочу сказать, что и на нашу страну, и на все человечество сейчас навалилась аж тройная беда. Это эпидемия, коронавирус, это трижды произошел обвал нефти и произошел обвал рубля. Ну, естественно, в этой ситуации самое главное – это жизни людей, это их здоровье, это борьба, которую все мы, абсолютно все, не только врачи, должны поднять и которые должны придерживаться в этом состоянии. И я хочу сказать, что депутаты партии КПРФ, не буду повторяться с Тимуром Мирославовичем, но все руководители наши на местах, и Центрального комитета партии, депутаты Государственной Думы, депутаты республиканской вертикали, и решаются абсолютно разные вопросы на различных абсолютнейших уровнях. Например, Казбек Куцукович Таисаев, являясь первым заместителем секретаря СКП КПСС, это создана такая объединенная, ну скажем так, партия, чтобы было понятно, да, в рамках нашей КПРФ, которая объединяет все бывшие союзные республики и которая выстраивает отношения абсолютно со всеми государствами мира. Вот он занимается нашими соотечественниками во Франции, в Испании, в Италии, в других разных государствах. Что касается нашей республики, сегодня у меня состоялась встреча с Вячеславом Зелимхановичем Пентаровым, мы с ним поговорили об объединенной работе, и вот встреча состоялась буквально пару часов назад, и на сегодняшний момент, вот на теперешний, я даже могу доложить, что определенные шаги сделаны в плане. У нас заканчиваются маски, у нас заканчиваются лекарственные препараты, дезинфицирующие препараты. И достигнута договоренность с руководителями Белоруссии, которые активно подключились к нашей просьбе и могут нам в этом помочь. И об этом будет доложено. И еще на сегодняшний времени вот я эти завтра маски уже доложу. поступят. Вечером у меня все будет, все документация. Вечером я доложу Вячеславу Зелимхановичу.
А там как будет по времени идти, ну, это мы уже узнаем, можем в следующей вашей передаче доложить. А где вот эти маски можно будет приобрести? Потому что вот я, например... По поводу масок я не договорила. Я говорила о Беларуси, которая согласна выделить нам дезинфицирующие средства, лекарственные. А по поводу масок мы ведем переговоры с Орловской областью, с губернатором Андреем Клычковым, который как раз является и нашим членом партии. И я думаю, что на сегодняшний вечер уже придем к единому мнению, и завтра с утра я уже смогу конкретные вещи доложить. При положительном результате, где это все можно будет приобрести? Не может быть. Или, может быть, их будут раздавать бесплатно, надеемся, хотя бы. Это, вы знаете, что так как работа это совместная, я сейчас лично не могу сказать и перетянуть на себя эту лямку, сказать в КПРФ, вот у нас в Рискоме мы будем раздавать. Нет, это же совместно договоренность с главой республики, это будет с правительством решаться, где и как. Мы предоставим и свои предложения, которые я озвучила, и своих людей в помощь. То есть вот такая консолидированная работа сейчас уже наметилась в нашей республике. И я думаю, это хорошо, и это нужно и должно продолжать. Спасибо большое. Тимур Мирославович, огромное количество звонков к нам поступают с просьбой оказать, например, материальную помощь. В чем это выражается, допустим, какую именно помощь? Вот звонила, например, многодетная мама, и она говорит, что с супругом они живут здесь, в городе, снимают квартиру. Супруг остался без работы, в том числе и она. И вот я так понимаю, что им нужно платить за квартиру, а денег нет. Насколько возможно таким помочь материально? При этом она не говорит, что дайте вот мне на руки деньги, она говорит, вот мне бы хотелось, чтобы вот оплатили, я буду очень благодарна. И таких огромное количество людей, я думаю. Вы не одиноки в таких обращениях. К нам тоже в приемные и депутатов, и в приемную партию поступают постоянно такие звонки. И очень часто мы решаем их, ну, прямо вот как вы сказали, да. То есть у нас реальные случаи, когда действительно людей выселяют из съемной квартиры, и там другого выхода нету, как оказать материальную помощь. И мы по мере возможности, наши депутаты стараются ее оказывать. Буквально позавчера было принято решение предпринимателями республики, которые являются также депутатами, о создании фонда, который именно будет направлен на то, чтобы заниматься проблемами, которые вот эта эпидемия на нас вывалила. Нужно сказать, что очередность, конечно же, тоже будет соблюдаться. Да? Мы все прекрасно понимаем, что сейчас главное – это здоровье и жизни людей. Сейчас главная поддержка тем людям, врачам, докторам, которые на передовой, которые борются и которые рискуют своим здоровьем, которые рискуют, чтобы не сглазить, конечно, и своими жизнями, потому что, ну, это страшная болезнь. И вот те доктора, те врачи, во-первых, низкий им поклон, хочу их поблагодарить от себя, от всего населения нашей республики, которые сейчас закрыты в КБСП, которые ушли в эту изоляцию и которые спасают там людей, в первую очередь средства этого фонда будут расходоваться на них. Быть может, понадобятся какие-то медицинские препараты, быть может, нужна будет какая-то дорогостоящая аппаратура, спецсредства, какие-то халаты, маски, то, о чем говорила Елена Александровна. В первую очередь будем стараться, чтобы эти средства доходили именно туда, где они нужны в первую очередь. Но в то же время, если будет возможность, это, конечно, зависит от наших бизнесменов, от наших предпринимателей, которые начали в этот фонд уже перечислять средства. И чем больше там будет средств, чем больше наших предпринимателей откликнется на призыв, да, группы бизнесменов, тем больше там будет средств, и тем больше мы сможем помочь тем людям, которые реально в этом нуждаются. Спасибо большое, Тимур. Мы прервемся на небольшую рекламу, а потом уже вернемся и продолжим нашу беседу. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что в эфире программа «Время событий. Люди». Мы говорим о коронавирусной инфекции и последствиях от эпидемии. У нас в студии представители наших партий «Единая Россия» и КПРФ. Тимур Мирославович Артабаев и Елена Александровна Князева. Уважаемые гости, у нас есть вопрос, давайте пока послушаем, а потом продолжим беседу. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валерий, фамилия Абаев. Я представляю обманутых и ограбленных ветеранов и участников войны.
400 человек, которые заплатили в 1986 годах по 3500 советскими рублями для строительства им гаражей. 400 гаражей им должны были построить. Это в каком районе вы, извините, пожалуйста? Это сразу за гипермаркетом «Магнит». Сверху спортивная площадка брошенная. А под землей гниют гаражи. 400 штук. Им не вернули ни деньги, ничего не построили. И я вот хочу узнать, как думают власти республики и депутаты решать этот вопрос в преддверии 75-летия победы над фашистской Германией. Спасибо за вопрос. Огромная просьба оставить ваш контактный номер. Мы вам непременно перезвоним, потому что я сейчас не уверена, что вы дадите какой-то конкретный ответ, насколько я понимаю. Но тем не менее, Тимур Мирославович, быть может... у нас и нет, но да. Любая проблема людей, если она имеет место быть, ее надо отрабатывать, с ней надо работать. Действительно, мы по номеру телефона свяжемся и попросим и руководство города, администрации местного управления Русламбека Икаева, Тамерлана Фарниева подключиться к этому вопросу. Если в рамках закона там есть какие-то нарушения, есть действительно какая-то проблема, то будем решать это все, пригласим звонившего или в администрацию, или к нам, как сойдут у нас на нет ограничительные меры по передвижению граждан. И будем контактировать, этот вопрос поднимем перед руководством города обязательно. Спасибо большое. Елена Александровна, вот Тимур Мирославович уже говорил, куда обращаться непосредственно, если люди оказались в сложных жизненных ситуациях, я имею в виду вот в связи с режимом самоизоляции. Вот, а вот куда... Если вдруг кто-то из местных жителей захотели обратиться за помощью к партии КПРФ, куда обращаться? 530917, Димитрова, 33, недалеко от Штыба. Очень многие знают, особенно люди пожилого поколения, очень многие к нам приходят. Так что лучше звонить пока что в условиях вот вируса. Ну да, мы сами к ним придем, если это нужно будет. Чаще всего какого рода помощь нужна бывает? Помощь нужна бывает одиноким старикам, многодетным матерям, малообеспеченным, ну, от как бы буханки хлеба до музыкального инструмента для ребенка. Вот в период самоизоляции? Нет, это вообще я говорю, какая помощь. А в период самоизоляции это, конечно, лекарства, продукты. Вот маски очень многие спрашивают, звонят. Вот такие вещи. Угу. То есть, если что, звоните вот по этому номеру. Да, пожалуйста. Елена Александровна, мы уже говорили о том, что как бы удивляет отношение многих людей к данной ситуации, что многие не верят, что есть вообще этот вирус. Ваше мнение, почему такая ситуация? Ну, наверное, Осетия самая смелая республика в России. Ну, это, конечно, с юмором, если можно этот юмор применить в такой ситуации. Я сегодня тоже столкнулась, к нам пришел человек, попросил просто советский флаг, очень модно сейчас советские флаги вывешивают вот на гаражах, на домах и так далее. И не верил в то, что эпидемия идет. То есть от чего тогда люди на самоизоляции, от чего люди в больницах, мы его так и не смогли как бы прийти к общему пониманию, но я поняла, что таких людей достаточно много. Ну, что я могу вам сказать? Какие нужны еще примеры? Если ежедневно по телевидению об этом говорится, что коронавирус накрыл вообще всю землю практически, показываются наши артисты, политические деятели, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии. Например, Николай Губенко, вы, как телевизионщики, наверное, очень хорошо знаете это имя, он в очень тяжелом состоянии находится в больнице именно вот с этим диагнозом. Один из депутатов Московской городской думы у нас заболел коронавирусом тоже. Это вот те, которые ко мне поближе. А, конечно, я призываю людей, давайте по-серьезному, давайте как-то грамотно, серьезно посмотрим на эту проблему, давайте применять все правила санитарии, давайте повышать свой иммунитет.
И давайте без всякой паники посидим дома, побудем с детьми, со своими старшими. И не надо, пожалуйста, выходить лишний раз на улицу и на такую беду, которая вот нас накрыла, просто махать рукой. Ну, это по меньшей мере безграмотно и глупо, я считаю так. Елена Александровна, вы не думаете, что, может быть, обратная реакция уже срабатывает? Получается, вот как вы уже сказали, все артисты, спортсмены призывают к тому, чтобы вот сидели люди устали. Да, люди устали, это обратная реакция пошла. Ну, обратная, не обратная, но надо принять во внимание то, что он есть. И этому есть подтверждение. Врачи что наши, просто так закрыли в больницах? Конечно же, не просто. Но немножечко себя пообезопасьте, подумайте о себе. Ничего страшного не произойдет. Посидите, понудитесь дома, если кто-то привык уж чересчур шикарно там как бы гулять, куда-то ходить и так далее. Ну, вот такое время наступило. Надо немножечко себя дисциплинировать. Никуда от этого не деться. Потому что все мы зависим друг от друга. Поэтому призываю вас, пожалуйста, не ходите, сидите дома. Если нужно, звоните, вам принесем все, что нужно. Тимур Мирославович, очень многие жалуются на то, что кому-то не хотят, банки не могут отсрочить те же самые кредиты, ипотеку. Кто-то говорит о том, что им за неуплату, там, допустим, каких-то коммунальных услуг отключают отопление или вот электричество. Такие ситуации насколько быстро решаемы подобные ситуации? На федеральном уровне, мы прекрасно все знаем, что есть меры поддержки федерального уровня, республиканского. И вот то, о чем вы говорите, на федеральном уровне уже очень много послаблений и по налогам, и по кредитам, и по оплате долгов ЖКХ введено. И каждый день правительство, наше российское правительство, вводит все новые и новые меры поддержки. И в соответствии с реалиями времени, в соответствии с тем, что сейчас происходит, все прекрасно понимают. Это кризис не только связанный со здоровьем людей, это и финансовый кризис. И поэтому сейчас лишними какими-то выплатами, лишними налогами, лишними требованиями никто население грузить не собирается, не должен. А если есть такие случаи, то значит с ними надо разбираться индивидуально. Потому что мы все прекрасно понимаем, что не в интересах власти, не в интересах государства, президента, республики нашей, чтобы вся эта ситуация затягивалась надолго. Этот кризис не нужен никому, ни нам, ни вам, ни руководителям республики и страны. И они все делают, чтобы по возможности с наименьшими потерями из него выйти. И если возвращаться вот к вопросу, который вы задали Елене Александровне по поводу того, есть коронавирус или нет, да, это хорошая традиция в нашей стране, надеяться на авось и думать, что это может произойти с кем угодно, но только не со мной. И это можно понять, пока это происходит где-то за границей, в Китае, в Америке. Это меньше понимается, когда это происходит в Москве. Но когда мы видим наших врачей, видим Роланда Биченова, нашего лучшего анестезиолога, который закрылся в КБСП, и когда мы видим людей на искусственной вентиляции легких, мне уже странно тогда слышать, что чего-то нет и какая-то болезнь, это выдумка, непонятно для чего выдуманная. И понесут ли люди, которые говорят, что нет этой болезни, которые говорят, выходите на улицу, которые говорят, давайте собираться, понесут ли они ответственность, если, не дай бог, выйдет человек на улицу, откликнувшись на их призыв, заболеет, и не дай бог с ним что-то случится. Поэтому я всех очень прошу ответственнее подходить к своим высказываниям и беречь себя, беречь в первую очередь наших старших, наших младших, конечно же, себя, всех своих близких. Спасибо большое. Елена Александровна, у нас эфирное время подходит к концу. Может быть, такое небольшое обращение к жителям нашей республики? Призыв. Дорогие жители нашей республики, я призываю вас поверить в лучшее. А лучшее – это то, что мы победим любые болезни. И вирус этот, в частности, уже было несколько эпидемий на земном шаре. И эти эпидемии побеждались, люди выживали только лишь тем, что понимали, осознавали всю важность происходящего, важность того, чтобы верить в медицине, верить
в данном случае своей власти, потому что власть, как ни странно это звучит сейчас из моих уст, но делает абсолютно правильные шаги и на уровне федеральном, и на уровне республиканском. Поэтому поверьте нам, сохраняйте себя, своих детей, своих внуков, и призываю вас просто подождать. Но весна уже пошла, но до начала мая подождите, все изменится. Спасибо большое. Может быть, хотите добавить еще что-то? Ну, могу только присоединиться к Елене Александровне, чтобы люди соблюдали предписанные правила, чтобы люди берегли себя, выполняли требования, которые сейчас Роспотребнадзор активно распространяет о гигиене, об изоляции. И надеюсь, что все это нас, тяжкие последствия какие-то минуют стороной, и все у нас в конце концов будет хорошо, и все-таки берегите себя. Спасибо большое. Хочу отметить, что сегодня в нашей студии были представители только 2 партий, а остальные, к сожалению, не смогли подойти, но надеемся, что в течение недели на наши другие эфиры они все-таки подойдут и тоже поделятся информацией о том, какие мероприятия проводятся вот в данных условиях. Спасибо еще раз. Вам всем здоровья, не болейте. Спасибо. Взаимно. Уважаемые зрители, мы прощаемся с вами. Наше эфирное время подошло к концу. Берегите себя.